Сегодня на межрегиональной промышленной выставке «Иннопром-2023» работал министр промышленности Денис Мантуров. Он посетил и коллективный стенд Чувашской республики. Каждый экспонат разработки последних лет – то, что удалось внедрить благодаря и финансовой поддержке федерального центра, и промышленной политике, проводимой в регионе. Из Екатеринбурга Татьяна Молокова. Одна из изюминок стенда – вот такой пневматический ткацкий станок. Это результат трехлетней работы ПНИОКР. Его обещали сделать еще в 2020 году во время визита в республику премьер-министра Михаила Мишустина. И вот готов опытный образец. И уже с 2024 года завод «Текстильмаш» начнет его выпуск. Дениса Мантурова заинтересовал самый востребованный тип станка для выработки бытовых легких тканей. Станок основан на высокопроизводительной технологии прокладывания уточной нити с помощью воздуха. 200 килограммов. Продемонстрировали Денису Мантурову и уникальный магнитолевитационный транспорт. Это революция, как уверяют разработчики. И лет через 10 этому транспорту не будет конкурентов. Технологию разработали в Санкт-Петербурге, а смогли воплотить на предприятии «Сейспель». Это транспорт, который способен развиваться в условиях крайне тяжелых для постройки, там, где не может строиться РЖД. Это транспорт, который может перемещаться скоростями 500-600 км в час. Это транспорт, который может позволить долететь из Санкт-Петербурга до Владивостока за 12 часов. Одно из самых дорогих соглашений форума – 1 миллиард рублей. Подписали Чебоксарский завод силовых агрегатов и Минский моторный завод. Белорусское предприятие будет обеспечивать Чебоксарское дизельными двигателями. Мы с коллегами достаточно плотно и давно взаимодействуем. Мы договорились о том, что они нам обеспечат ритмичный объем поставок дизельных двигателей, порядка 2000 штук. Это для того, чтобы уверенно производить и уже иметь некий задел двигателей на складе, с одной стороны. С другой стороны, мы договорились о индивидуальных подходах с точки зрения ценообразования на продукцию, потому что себестоимость немаловажна сейчас на российском рынке, особенно в условиях конкуренции с азиатскими производителями, поэтому мы получаем некие ценовые преимущества. Соглашение с представителями Беларуси подписал и Чувашский госуниверситет. После консультаций стороны поняли, разработки ученых из Чебоксара отвечают запросам промышленности дружественной страны. Мы будем вместе разрабатывать интеллектуальные системы беспилотного управления данными транспортными средствами. Соглашение подписали также Кабинет министров Чувашии и промышленный кластер республики. В ближайшее время Кооперационный союз получит аккредитацию в Минпромторге России. Татьяна Молокова, Павел Редков, Республика.